Курс углубленной формы обучения, сохранения, приумножения денег направлен на того, чтобы создавать себя. Она направлена именно на это. Там в основном 5 тем. Первая тема – это стратегия мышления богатых и бедных людей. В этой теме стратегия мышления богатых и бедных людей. Почему я много рассказываю о мышлении? Потому что ваши мысли – это единственное, что есть у вас для того, чтобы создавать свой мир. Кто из вас уже начинает мне лучше понимать, что ваши мысли, оказывается, это не просто мысль, она главное то, что у вас есть. Главный ваш актив. Скорее всего, вы это уже начали анализировать, начали потрогать, начали осознавать, скорее всего. Я так думаю, по крайней мере. А теперь внимание обратите. 54 отличия мышления богатых и бедных будем говорить. 54. Потом будем говорить с вами, почему надо разговаривать о мышлении богатых и бедных. Говоря о мышлении богатых и бедных, у нас появляется понимание, как переключать, как воспитать себя, как освободить себя от тех, можно сказать, другими словами, тормозов, которые наше сознание останавливали, которые держали нас, не давали видеть будущее, не давали двигаться вперед. Она помогает нам избавиться от них. Это классный механизм. Второе. Это «Я и деньги». В тренинге «Я и деньги» я буду досконально все детали разбираться. Потому что только в углубленной форме обучения мы все программы рассматриваем. А когда трехдневные раньше люди ходили, мы только модель счета разбирали, а все остальное мы не могли говорить. Только модель счета мы разговаривали. А вся программа только в этом курсе рассматривается. Третье – это было капитал с нуля. Когда мы дойдем до капитала с нуля, уже у вас видение будет другого уровня. Соответственно, это позволяет видеть, как из нуля что можно построить, не имея стартового капитала, не имея, можно сказать, какие-то активы. То есть, как с нуля начинать что-то делать. То есть, там точная технология, идея, план, система, комбинация этих вещей и так далее, как она работает, как это формируется и так далее. Потом будем говорить финансовое планирование. Именно под темой финансовый план, мы будем многие вещи делать. И я здесь в обязательном порядке со мной здесь вы сделаете несколько финансовых планов. И это будет колоссальный механизм, который вам поможет очень избавиться от карманной дыра, еще другие планы иметь, которые помогают сократить все пассивы, увеличить активы и так далее. Эти планы у вас будут с собой. Когда у вас этот план есть, это настоящий актив. Что людей помогает стать богатыми? Им помогает стать богатыми их мышление, их план. Я узнал недавно, что про одного миллиардера, его имя забыл, некоторые эти миллиардеры, у меня язык не поворачивает их имена, я же это английский не знаю. И вот у него было только один договор на доставку через порт. И получается, что один бумага. Что его компания имеет право заниматься логистикой через порт. Больше ничего не имел. И это договор, значит, у него хватало мозги его добиться, да, найти точку прорыва, роста. Он понял, что если, к чему я имею доступ? К чему-то то, что более доступнее, более дешевле. Значит, если я найду право на доставку через этот порт, у меня, если это договор, это уже что-то. Он начинал с этого договора. У него больше ничего не было. И этот договор оказалось достаточно, чтобы ему инвесторы спонсировали, что он купил корабли. У него не было корабля. Он понимал, что своими деньгами корабль купить не могут. Он знал, что если я имею право, возможность зарабатывать, значит деньги найду для корабля. И он купил корабли, и потом... И это парень миллиардер. Кто начал меня сейчас понимать, что-то у вас вот так произошло? А мы думаем, что мне надо, чтобы куча денег иметь, чтобы потом что-то делать. Нет, деньги не главное в этом мире. Самое главное, вон тут сидит. И вот если его заставить работать, все будет прекрасно. Последняя тема – это устранение препятствий в сознании людей на пути к достижению цели. Да? Как устранять все эти 7 видов страха и так далее, и так далее. 7 параметров. И потом 30 ментальные блоки, которые в нашем сознании сидят. Кто из вас заметил, что все-таки порой мы действительно... Вот я чувствую, что умнее, и я нормальный умный человек, но почему-то в жизни это ум не всегда могу использовать. У вас бывает такое? Честно, честно. Вроде бы много знаем, что-то вроде бы так не совсем глупые.
Ну, вроде бы не так все, но почему-то не все. А иногда смотришь, видишь, какой-то парень, который еле сопли вытирает. Ну, разве не так? И думаешь, как этим людям удается, как это у них получается? Иногда сидишь и в шоке. Я раньше всегда об этом сам себе задавал вопрос, хоть верите или нет. Я иногда смотрю ребят, которые, знаете, не сказать, что они умнее, не сказать, что они вообще чего-то лучше. Да, он крутой такой, все и так далее. Я сидел и думал, почему так? Я раньше вот так много раз задумался, это правда. А когда начали эти механизмы устранять, убрать, сознание начало работать по-другому. Это правда. Она действительно мешает, она забирает умственную энергию и так далее, не дает нам расти. Поэтому все эти вещи пошагово мы будем пройти за все эти 5 дней и постараемся, чтобы за эти 5 дней все темы обговорить и так далее. Первая тема – стратегия мышления богатых и бедных людей. Говоря о стратегии мышления богатых и бедных людей, я не подразумеваю, что это якобы богатые лучше, чем бедные. Основная ошибка у нас, которая формирована в нашем сознании, мы относимся к богатым, как будто они особенные люди, бедные, как будто они глупые люди. И еще такая поговорка, если ты такой умный, почему ты бедный или что такое? Есть такая поговорка даже. А на самом деле, когда я буду говорить о мышлении богатых и бедных людей, здесь речь не идет о деньгах, речь идет о способности. Богатый уровень мировоззрения, мудрость, мастерство, умение находить множество путей решения. Другими словами. То есть, есть одна задача, надо находить несколько путей решения. Я об этом буду говорить. То есть, подразумевая именно этого. Почему? Потому что если у бедного человека, то есть, если бедному человеку вы дадите $1 000 000, как вы думаете, что будет с этими деньгами? Через некоторое время этих денег нет. Если вы у богатого человека заберете $1 000 000, он со временем снова у него появится это $1 000 000. Вы не можете у него забрать способности мыслить. Получается, что деньги – это всего лишь продукт мысли. Получается, что деньги – это конечный продукт, то, что что-то он производит. Вот так происходит. Это конечный продукт, который взамен он получает от мира. Значит, он умеет построить тот механизм, который, как сказать, не каждый способен. Нам нужно именно развивать в себе ту способность, которую этот механизм формирует. Поэтому, говоря о стратегии мышления богатых и бедных людей, я буду подразумевать именно этого. Именно ту способность, которую нам надо развивать. В школьные годы я любил математику. Я не знаю, вы математику любите или нет. В школьные годы я очень сильно любил математику. Теперь я понимаю, что математика оказалась это жизнь. Например, чтобы модули или какие-то задачи математические решать, там надо вспоминать, откуда какая формула. Надо вспоминать, что чего привести, и потом, правильно? И используя эти формулы как рычаги, решать эту задачу, и в конце выводятся итоги. А в жизни то же самое. Перед тобой задача построить дом. Перед тобой задача иметь свой бизнес. Перед тобой задача жениться. А ты понимаешь, что это все расход. Расход, чтобы это делать, значит деньги нужны. Деньги, чтобы зарабатывать, что-то надо иметь. Это тоже самая формула. То есть находить что-то делать, чтобы эта система работала. В итоге задача была, в конечном счете задача была решена. Получается такое. Именно так и происходит. Видеть эту цепочку, как его решать.